Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. В Чеченской Республике стартовала игра «Наша сила в единстве». В игре принимают участие 170 подростков, старших школьников из 17 регионов Российской Федерации. Это те дети, которые прошли подготовку. Как проходят соревнования, смотрите в выпуске. Защита животных. Такие мероприятия необходимы для информирования населения с целью соблюдения ими норм, а также для недопущения возникновения подобных болезней на территории нашего региона. В республике прошли очередные ветеринарные учения по устранению очага эпидемии яшура. В Наурском районе прошел выездной общественно-консультативный совет при главе Чеченской Республики по межнациональным отношениям. Темами встречи стали противодействие провокациям в сфере межконфессиональных отношений в интернете и так далее. Помощник руководителя региона, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал, что наша Родина включает много наций, исповедующих не только ислам, но и православие. Для всех имеются прекрасные условия, обсудили собравшиеся и создание рабочей группы по адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывающих в регион. Вначале хочу сказать про наших дорогих братьев и сестер из Палестины, которые переехали к нам в республику. Как известно, в силу известных обстоятельств, в силу сатанистской политики, руководства Израиля, ряда западноевропейских стран, наши братья и сестры, они были вынуждены покинуть свои дома, покинуть Газу, Палестину, и в том числе приехали к нам в республику. Более 200 человек, палестинцев, проживают у нас в Чеченской Республике. Благодаря Рамзану Ивановичу Кадырову, благодаря его позиции, для них здесь созданы прекрасные условия, комфортные условия для проживания, построено собственное жилье, проводится комплексная работа по трудоустройству, по устройству на учебу, в школы, вузы, в детские сады, по регистрации всего необходимого пакета документов для наших дорогих братьев и сестер из Палестины. В том числе нами была начата работа по официальной регистрации автономии палестинцев в Чеченской Республике. Сегодня мы с большим удовольствием отмечаем, что мы зарегистрировали государственной регистрации некоммерческой организации, местная общественная организация национальная культурная автономия палестинцев в городе Грозный. С удовольствием передаем этот сертификат нашему брату Насифу, который является главным координатором палестинцев в Чеченской Республике. Поздравляем. Вручение сертификата. Глубокие знания, неустанный труд, самопожертвование, забота о животных. Из этих составляющих складывается непростая и значимая работа ветеринаров. В Чеченской Республике состоялись учения по локализации и ликвидации условного эпизоотического очага яшура мелкого рогатого скота. Целью учения являлось совершенствование теоретических знаний и практических навыков специалистами ветеринарной службы. Как проходили учения, смотрите в следующем сюжете. Житель Урус-Мартановского района обратился к заведующему ветучастком по поводу заболевшей овцы. При клиническом осмотре было выявлено подозрение на ящур. С такой легенды начались учения по локализации и ликвидации условных эпизоотических очагов ящура и высокопатогенного гриппа птиц. Они прошли в филиале ГБУ «Республиканская ветеринарная станция». Ящур – это острое вирусное заболевание, передающееся человеку от больных животных. Люди заражаются ящером чаще всего, употребляя непастеризованное молоко, творог, кефир или сырое мясо зараженных животных. Такие мероприятия необходимы для информирования населения с целью соблюдения ими норм, а также для недопущения возникновения подобных болезней на территории нашего региона. Также хотелось бы выразить слова благодарности начальнику управления ветеринарии правительства Чеченской Республики Руслану Хатуеву и руководителю Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Парчаеву Асламбеку за стабильное ежеквартальное взаимодействие, которое только укрепляет положительную обстановку эпизодического состояния в нашем регионе.
Учения проходили с достоверной точностью. Все действия ветеринаров по устранению очага эпидемии спланировали поэтапно. Участники экипировались в одноразовые защитные костюмы и использовали оборудование для дезинфекции. На входе в предполагаемый зараженный участок установили дисбарьер и шлагбаум. Забирают кровь для лабораторного исследования крови. И также другие анализы. Проводится противовирусная обработка. Опыт набираемся для хорошей практики дальнейшей нашей работы. Масштаб учениям создали использованием специализированной техники для дезинфекции и кремации зараженных животных. Подготовили также выездную ветлабораторию. Как и другая спецтехника, в учении задействованы вот такие дома-фургоны. Это ветеринарно-санитарный пост. Он предназначен для круглосуточного дежурства в очагах распространения эпидемий. Здесь есть все необходимое для проживания и работы, так как дежурство предполагается от 21 дня. Организатором мероприятия стало ветеринарное управление Чеченской Республики. Как на учениях, так и в реальных случаях устранение очага эпидемии требует взаимодействия многих служб и обычных граждан. Мы объясняем людям, как нужно действовать в той или иной заболевании или возникновении той или иной чрезвычайной ситуации. Как действовать, слаженность, у кого какие обязанности, кто как чем должен орудовать или работать. Подобные учения не первый раз прошли на территории Чеченской Республики. На протяжении 3 лет 4 раза в год их проводят в разных районах региона. Этой осенью пройдет межрегиональная подготовка. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова оказал очередную помощь бойцам из нашего субъекта, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. По его инициативе были переданы комплекты зимней экипировки. Сезон ношения теплых вещей уже настал, и такая поддержка оказалась очень своевременной. Отмечу, что благотворительная организация следит за тем, как идут служебные дни солдат, и по мере необходимости подобные акции оказываются для них на регулярной основе. Совместно фондом баш болга будет охир суаня ладанецка хлахинтис куза каче что дахлай кузлеч сандага дола хуеч по ахир датя что назин му та спецформ ечл та совместно фонды цани что пари огеник и зимний форм экипировки полностью акан ишен катадик шедос и بعمل أردو تحققت بوق حدول درجين دا برنسبي راس كوارتل باش بيس كيشو اسمع الله خرسونات وخلا دنيا سكات وقوس خلا يحق داش دا مولاش سمسنا فوند ثاني غير خلق فوند عجشو او تقدر شو دا لوت دالش بابا دغادو دا Ежегодные военно-патриотические игры старшеклассников Союза городов воинской славы проходят на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. В этом году в игре участвуют 170 ребят в возрасте от 15 до 17 лет. В течение 4 дней они будут демонстрировать свои навыки в различных спортивных дисциплинах. Оценивать уровень их подготовки будут опытные инструкторы. О ходе соревнований расскажет наш корреспондент. Песни знаешь? Так точно. Расскажи четверостишье любой песни. На военно-патриотические игры в Российском университете спецназа имени Владимира Путина приехали лучшие команды старшеклассников из городов воинской славы России. Подбодрить раненого товарища – особая тактика участников военно-патриотического клуба «Барс» из Белгорода. Однако главная задача – качественно и в правильном порядке оказать первую медицинскую помощь. Мы поддерживаем общительный контакт с пострадавшим для того, чтобы он не отключал сознание. То есть он отвлекается на нас, он забывает про боль и больше пытается отвечать нам на вопросы. Конечно, да, ему, если это настоящая ситуация, не дай бог, конечно, такое увидеть и помогать в такой ситуации, но нужно. Готовились молодые патриоты за 2 месяца до начала соревнований. Конкуренция высокая. В каждом испытании необходимо проявить ловкость, смекалку, а самое главное – умение работать в команде. За всеми действиями внимательно следят судьи. Военизированная эстафета – одно из самых сложных испытаний. Здесь главное качество, выносливость.
После того, как участники оббежали круг, они проходят полосу препятствий в сопровождении выстрелов. Затем берут ящики с боеприпасами до определенной точки. Соревнования проходят на время. В другой локации команды соревнуются в стрельбе из автомата Калашникова. Расстояние до мишени 100 метров. Участники признаются, с такой дистанции крайне сложно увидеть цель. Помогает знание тактики и умелое владение оружием. Я участвую уже во второй раз, мне все нравится. Испытания сложноватые, но это испытывает меня на прочность. У нас в Великих Луках есть кадетская школа, и я являюсь кадетом в нем. У нас кадетская школа направлена на вот эти военно-патриотические игры, на вот эту всю тематику, поэтому я участвую. Военно-патриотические игры «Наша сила в единстве» между школьниками проходят на базе Российского университета спецназа уже 6-й год подряд. В этот раз соревнования разделили на 4 дня. В игре принимает участие 170 подростков, старших школьников из 17 регионов Российской Федерации. Это те дети, которые прошли подготовку, прошли у себя отборы и приехали к нам для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Здесь есть все условия для того, чтобы проживать, комфортная казарма с трехразовым питанием. Можно и отдыхать, и готовиться к соревнованиям, и, собственно говоря, соревноваться. Впереди у ребят еще один соревновательный день и подведение итогов в общем зачете и в 14 номинациях. Валентина Гусевская, Сайдали Ампукаев, Алисхан Кацулов и Сайдселим Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. В Грозном отметили День воссоединения Донецкой и Луганской республики, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Подписание соответствующего договора состоялось 30 сентября 2022 года об их включении в состав нашей страны. В честь событий региональный исполком Народного фронта совместно с филиалом Фонда защитников Отечества организовали беседу студентов с участниками специальной военной операции. В ней бойцы рассказали молодым ребятам о событиях тех самых дней и отвечали на вопросы о текущей ситуации по борьбе с вражеской силой. Мы выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим и нашу главой Чеченской Республики. Занимаемся патриотическим воспитанием. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.